В поселке Батагай Верхоянского района на днях торжественно открыли новое пожарное депо. На церемонии открытия присутствовали заместитель председателя Государственного комитета по жизнеобеспечению Якутии Надежда Филиппова, начальник государственной противопожарной службы Иннокентий Николаев, глава Верхоянского района Виктор Павлов. Подробности далее. Смирно, равнение направо. В течение многих лет личный состав пожарной части Верхоянского района размещался в неприспособленных помещениях районного центра. Благодаря активному участию руководства республики и района, а также государственной противопожарной службы республики, новое пожарное депо было построено в кратчайшие сроки. В прошлом году мы открыли пожарное депо в городе Верхоянске, и сегодня открываем новое здание пожарного депо в поселке Батагай. В прошлом году был заложен фундамент части, и спустя год на пустом месте появился современный комплекс для несения службы пожарных Заполярного края. По предварительному плану начало строительства мы планировали в 2016 году. Но благодаря настойчивости, целеустремленности, умению достигать поставленных целей и профессиональной квалификации, так и главы УЗа Павлова Виктора Герасимовича, так и начальника мэра Коптила Юрия Владимировича, мы построили здание в этом году. Новое пожарное депо соответствует всем нормам и требованиям, а это значит, что в здании есть бокс для машин на 4 единицы, кабинеты для проведения практических занятий, помещения для отдыха личного состава и многое другое. В последние годы, благодаря поддержке Республики Саха-Якутия, в течение последних 2 лет в нашем районе мы вводим второй объект. А так-то на территории Верхоянского района сегодня действует 3 пожарных части. И последние годы, в течение последних 10 лет, целенаправленно правительство, муниципалитеты поднимают материально-техническую базу наших пожарных частей. Пожарный пункт поселка Батагай оборудован в соответствии с новыми технологиями. Кроме того, коллектив противопожарной службы Верхоянского района получит в подарок современную пожарную технику от Государственного комитета по жизнеобеспечению. В свою очередь, администрация района выделяет водовозную технику.